В этом году во Владивостокском филиале Дальневосточного юридического института МВД зафиксировано рекордное число абитуриентов из Якутии. Кандидаты, приехавшие на поступление вместе с семьями, уже успешно сдали вступительные испытания. Итоговые результаты зачисления станут известны 28 июня. Подробности в сюжете Тускуланы Гороховой-Кабельяновой. Во Владивостокском филиале Дальневосточного юридического института МВД России зафиксирован повышенный интерес со стороны абитуриентов из Якутии. Порядка 47 заявлений. Этот факт удивил не только приемную комиссию, но и весь состав института. Таким образом, вызвав заметный ажиотаж. Нынешний год стал рекордным для юридического института МВД во Владивостоке и Хабаровска. Если раньше конкурс из Якутии был точечным, 1-2 человека на курс в Владивостоке, то в этом году выросло в разы. Абитуриенты с севера буквально заполнили приемные комиссии. Нам очень приятно, что в этом году Республика Саха-Якутия такое пристальное внимание уделила нашему филиалу. На сегодняшний день мы очень сильно рассчитываем на то, что представители Республики Саха-Якутия станут нашими курсантами и, соответственно, дальше будем развивать обучение представителей вашего региона. В первом курсе юноши, будущие следователи и оперативники живут в благоустроенной казарме, находятся на полном государственном обеспечении. Стипендия стартует от 22 тысяч рублей и выше. Трижды в день горячее питание. Но главная золотая опция для северян – это оплачиваемый проезд раз в год. Ведь билет домой стоит недешево. Впервые в этом году мы набираем специалистов по программе подготовки среднего звена. Это специальность 400202, направленность образовательной программы, административная деятельность. Срок обучения 2 года 6 месяцев. Кружков у нас достаточно много. У нас курсанты занимаются регби, футболом, единоборствами, керлингом, стрельбой из боевого ручного стрелкового оружия. Абитуриенты из Якутии едут не поодиночке, а целыми делегациями. И многие не с пустыми руками, а самыми родными мамами и папами. Родители не просто провожают, они вживаются в процесс. Пока ребята сдают нормативы, мамы и папы успели подружиться между собой, обменяться телефонами, вместе погулять по набережной и уже строят планы на будущее. Владивосток сам город очень красивый, хороший, приятный. Здесь климат приятный. Ну и школа полиции, ну там все предоставляется, и даже проезд, все остальное. И главное, воспитание уже как мужчины будет, дисциплина будет у детей. И сразу заодно и образование, и стаж уже 5 лет, как уже работавшие. Физическая подготовка у всех мальчиков на ура. Сдали блестяще. Русский язык тоже позади. Осталось самое волнительное – 28 июня, когда вынесут окончательное заключение приемной комиссии. Здесь я познакомился с очень многими ребятами, все очень веселые, позитивные, спортивные. 18 июля мы сдали физподготовку. Все сдали хорошо, все были подготовлены. Сейчас остался наш русский язык. Я думаю, что этот институт очень хороший. Здесь есть все, казарма, и обеспечивает всех своих курсантов. А пока общая молитва и надежда, что заветные строчки приказа увидят все. Чтобы эти парни, уже ставшие одной командой, и их дружные родители начали свою новую историю. Историю курсантов, следователей и оперативников, которые приехали с севера защищать Дальний Восток. Тускулана Горохова-Кабельянова, город Владивосток.